Спасают мир почти на анонимных условиях герои современности. Кто они? Люди в белых комбинезонах. Те, кто просто выполняет свою работу. И единственное, о чем просит сейчас, немного помочь. Соблюдать меры безопасности, привиться и таким образом хоть немного облегчить их миссию по спасению мира. Видите, у меня здесь мятинка? Она уже просто профессиональна. Каждые 6 часов, а то и больше, как зарубка на лице врача. Аделя Ахметова пришла в эту больницу 22 года назад, еще интерном. Не ушла и с наступлением пандемии. Одна запись трудовой книжки все эти годы. Начинала я еще врачом-интерном. В мирное время я здесь заведую неврологическим отделением. А сейчас я врач-инфекционист в волю случая или судьбы. Сложно. Наверное, потому что за нами не стоит лес из врачей, готовых прийти и работать каждый день. А перерывов у болезни, конечно, нет. В инфекционном госпитале 5-й больницы спасают людей в 4 смены. В каждую трудится по несколько десятков человек. От санитарок до заведующего реанимации. И предстоящие длинные выходные все ждут с ужасом. Мы со своей стороны, наверное, просим жителей республики все-таки соблюдать противоэпидемические мероприятия, побольше сидеть дома. То есть эти выходные придуманы не для того, чтобы отдыхать и веселиться, да, а для того, чтобы снизить нагрузку на нас, на врачей, на медсестер, нагрузку на инфекционный госпиталь. В инфекционистов переквалифицированы медики разных профилей. Эльвина Ямалетдинова в прошлом педиатр. С детьми продолжает работать, но уже в красной зоне. Увеличивается число госпитализируемых детей. На базе нашего стационара развернут единственный в республике детский ковид-госпиталь. У нас работает 5 отделений. Одно отделение реанимации и интенсивной терапии для детей с тяжелыми формами коронавирусной инфекции. По моему мнению и мнению моих коллег, виной всему являемся мы, взрослые. Наша невнимательность, неверие всему происходящему, отказ от вакцинации. Прививка не 100% защита от болезни, но она, по словам медиков, в разы увеличивает шанс пережить вирус легче, с меньшими последствиями. Так, Людмила Павлова прошла вакцинацию еще в июле. В начале октября заболела, успела вылечиться и вот уже снова в строю, в офисе, на рабочем месте. Думаю, что я бы дошла до реанимации. Кто как бы не прививается, что они намного тяжелее болеют. И там, кто лежал в соседних палатах, кто не прививался, им было сложнее. Все же рассказывают страсти какие-то в больнице, что никто там не смотрит. У меня какой-то, наверное, был немножко такой страх, но попав туда, я поняла, что нету такого страха, что ты под наблюдением. Их цель – спасти человечество, ведь такие горячие точки находятся по всей планете. Мирные воины, все как на одно лицо, в белом обмундировании, словно ангелы-хранители, почти анонимные и без крыльев за спиной. Они все были в костюмах, и все были в масках. Если даже я кого-то увижу из врачей, наверное, на улице не узнаю. Лилия Курбанова, Булат Садриев, Рамиль Вахитов. Новости Уфа.